Сегодня мы будем говорить о большой интересной теме. Буквально 300 лет назад у нас на территории Якутии проходила очень большая и значимая экспедиция, академический отряд, который проработал комплексно по всей территории Сибири, России. Именно надо отметить, что историк отмечает, что именно с этой экспедиции у нас в России начинается наука. Именно большая наука, появляется научный аппарат, который помогает России самостоятельно исследовать себя и познать себя как страну, да, и начать какие-то планы, скажем так, гигантские, большие на будущие времена. Великая Северная экспедиция. Ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири к берегам Северной Америки и Японии во второй четверти XVIII века. Проект новой экспедиции к берегам Северной Америки и Японии капитан-командора Витуса Беринга был горячо поддержан обер-секретарем Сената Кирилловым и президентом Адмиралтейской коллегии Головиным. По их инициативе проект был расширен и переработан. Основной задачей экспедиции было поставлено исследование севера России от Печоры до Чукотки и составление его географического, геологического, ботанического, зоологического и этнографического описания. Кроме того, планировались морские походы к берегам Японии и Северной Америки. 28 декабря 1732 года указ об организации экспедиции был представлен Сенатом на высочайшее утверждение. Экспедиция была разбита на 9 отрядов общей численностью несколько тысяч человек. Большая часть из них находилась под общим руководством Витуса Беринга. Экспедиция отряда, которым руководил Витус Беринг, нередко называют непосредственно Второй Камчатской экспедицией. Перед этим отрядом ставилась задача отыскания пути в Северную Америку и островов в северной части Тихого океана. К лету 1740 года в Охотске под руководством корабельных мастеров Казьмина и Рогачева были построены два пакетбота «Святой Петр» и «Святой Павел», предназначенные для отряда. В сентябре того же года корабли под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова перешли к берегам Камчатки, потеряв в ходе плавания во время шторма часть продовольствия. В Авачинской бухте на Камчатке членами отряда был заложен острог, позже выросший в город Петропавловск-Камчатский. 4 июня 1741 года пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел» под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова вышли в плавание к берегам Америки. В самом начале плавания корабли потеряли друг друга в сильном тумане и действовали раздельно. «Святой Петр» под командованием Беринга достиг острова Кадьяк у западного побережья Америки. На обратном пути экспедиция зазимовала на небольшом острове, где Беринг умер во время зимовки. «Святой Павел» под командованием Чирикова 15 июля достиг берегов Америки, кроме того, побывав и на отдельных островах. И 11 октября того же года вернулся в Петропавловский острог. В результате деятельности Великой Северной экспедиции впервые была произведена опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, открыт американский берег и подтверждено наличие пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова, доказано отсутствие каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой, обследованы побережья Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии. Сегодня будем об этом говорить с Михаилом Михайловичем, и он подробно расскажет конкретно про академический отряд, который у нас здесь проработал с 1736 по 1743 год. Экспедиция она началась в 1733 году в Санкт-Петербурге, и туда были включены действующие академики. В первой Камчатской экспедиции она как-то не достигла цели, хотя на самом деле официально потом уже стало ясно, что в первой экспедиции Беринг прошел этот пролив. Но не было точно зафиксировано координаты, и в то время просто мир не поверил. Когда Петр I, будучи членом Парижской академии наук,
стал человеком, которого увидели в нем европейского человека. Плюс они же, французы, предложили разрешить пропуск через Россию этих французских специалистов. Петр I поставил вето. Сказал нет. И как раз после этого, видимо, вот опираясь на эту мысль, была создана Российская академия наук, и она получила вот это задание. Витус Беринг, он чем еще велик, то, что у него было много отрядов, морские отряды, и вот те знаменитые наши географические пункты, которые названы там Прончищевы, Лаптевы и так далее, Челюскины, это все те великие имена, которые были у него, его людьми. То есть было огромное количество отрядов, и он все это координировал. Это величайший человек, я считаю, в этом плане. Поэтому, да, и Берингов пролив, и море названо в честь него очень правильно. Но надо признать, что за ним стояли великие умы. В частности, весь мир бы не поверил бы, если бы не было в экспедиции астронома, значит, Делекройера. Он вычислял точность до 5 секунд географических. В координатах есть такая единица. И Джеймс Кук, он признал, что точность была настолько уникальна, и именно он поставил вопрос, чтобы присвоить имя Беринга проливу и морю. Но, с другой стороны, Беринг велик, но великие эти люди, которые позволили ему быть великим. То есть, в частности, академический отряд, о котором мы хотим больше говорить, это все-таки то, что было его основой. Ну, как бы поверили, если бы не точность измерения астронома Делиля? Как бы не поверили, если не вышло бы описание этой земли Камчатской, которая была издана в то время бестселлер на многих иностранных языках за рубежом? Как бы поверили, если бы Миллер не возглавил бы работу по атласу, географическому атласу России? Вот историки, когда говорят про Камчатские экспедиции, академический отряд, автоматом говорят Миллер, история Сибири. Вот, биологи, естественники. Да, мы говорим Гемелин, флора Сибири. То есть это люди создали огромные... Фундаментальные труды, до сих пор актуальны. Да, он в основании очень многих исследований. Сейчас, конечно, уже степень детальности, уровень науки другой, количество видов растений существенно выше, но люди брали ответственность и на такие размахи. Сейчас на флору Сибири может замахнуться только огромный коллектив. Это мегагрант. Да, вот мы сейчас подготавливаем тоже растительность это Российской Федерации, классификацию, это большой коллектив. Я думаю, что вот те молодые люди, которых по Европе с 25-го где-то до начала 30-х годов это собирали люди, которые имели отношение к управлению Российской Академии наук, они приезжали в Россию, по сути, как сказал, такую дикую страну, да, они приезжали за перспективами. Они видели в этой терра инкогнито особую, такую возможность проявить себя. Смотрите, когда мы говорим о терра инкогните, Россия в то времена, до сих пор, в принципе, у нас проблемы сохранились с инфраструктурой и дорогами, да? А когда мы говорим про 18 век, вот этот отряд, он выехал из Санкт-Петербурга в 1730 году, и здесь, в Якутске, был... Это в 1936 году? В 1936 году. Да, в 1933 выехал, и в 1936 году... Да, 3 года. Надо сказать, что вообще эта задача была поставлена в транспортной, больше не академическому отряду. И надо признать, что академики, люди все-таки из другой породы, они не транспортники, они не военные, им полагались даже кухарки, там были люди, которые живописцы, портные, все их обслуга была. То есть отряд был большой. И, соответственно, они были такие, дорогу они не делали. Они ехали по готовым. Но надо сказать, что дорогу-то еще начинали пробивать в первой Камчатской экспедиции. Да, вторая это уже была более-менее уже подготовлена. Конечно, самой уникальной дорогой надо назвать, наверное, Якутск-Охотск. Если Якутск-Иркутск как-то более-менее что-то уже налажено, то вот Якутск-Охотск – это дорога, которая существовала до начала 20 века фактически. Это была достаточно такая очень
ответственная и сложная работа. И там вот исторически уже известно, что была определенная повинность, и как бы своеобразный налог, и там лошадей давали, и огромное количество Из лошадей. Иркутска до Якутска несли, ну, тягу, скажем так, да, это ямщики, а с Якутска до Охотска Это в основном были якуты. якуты. Да, потому что там были не только лошади, там были еще олени и так далее. Через вот, отроги Верхоянского это хребта, там вот эти все горы, реки было довольно сложно делать. Поэтому там было сочетание, там и были и корабли, и движения, и Охотск в то время был восточной точкой, и это своеобразное окно, восточное окно. Окно, которое Петр I предложил, чтобы оно было. Владивостока еще не было. Да, не было. Охотск должен был работать на путь на Аляску, на Камчатку и в Японию. Что, в принципе, и сделал Шпанберг. Он был, но там, конечно, Япония была страна, и там, конечно, не удалось достичь такой цели, но Аляску все-таки смогли достичь и зафиксировать. А Камчатку вообще освоили. Ну да. Да. А сейчас же Охотск, вот тракт Охотский, скажем так, Якутск-Охотск. Ну, такой экономической основы уже нет. Тем более Охотск сейчас уже это Хабаровский край, Да. там численность жителей, вот посмотрели, где-то 3 с чем-то тысячи. То есть, а в то время в Берингово там было до 2000 жителей. И они строили корабли морского класса. И вот если вспомнить, кипела, да? да, жизнь кипела, вот Петр, когда это строил Петербург, это конец 17 века, да, начало 18-го, там мы знаем, как сложно было 1903 год, да. да, построить было корабли, делать в то время. А через 30 лет фактически То же самое. в небольшом поселке Охотском уже строили морского класса корабли. Люди доезжали до Якутска 3 года. 3 года. Ну, полтора года. Нет, значит, надо сказать, что отряд... Не отряд, а просто человек, он служилый человек, казак, например, да, в конце 17 века. Не быстрее. Это было быстрее, да, быстрее. В Но, конце 18 века это где-то 6 месяцев. да, возможно. Но отряд ехал 3 года, он работал. Да, У собирал. них маршрут очень большой, вплоть до Семипалатинска, и отдельно они заходили на территорию Монголии. То есть они изучали очень многое. Поэтому сказать, что значит, 3 года это было вот тот срок, который они не быстро ехали. И даже по Якутии они не торопились. Они останавливались, работали, собирали. Ну, известно же, что Карл Линней, он утверждал, что Гмелин открыл и отправил в научный оборот больше видов растений, чем очень многие ботаники мира. В том числе Карл Линней это был, он был энциклопедист, систематик, он сидел в Швеции, в Упсале, он только систему придумал, и систему описания. А все сборы ему шли отовсюду. В том числе известно, что многие эндемичные виды якутские, они были собраны во время этой экспедиции, например, Рядовская двоекоперистая, и находятся в гербариях нашей страны и мира по ходу вот этой работы. Ну, на самом деле, детально историки более-менее изучили, а вот узкие специалисты, ботаники, специалисты в области озероведения и других, вот это значение еще не совсем расписали. Больше я так вот понял, что где ни копни, там все равно что-то появляется. Вот даже что кушали, какую моду носили, делали, тоже достаточно... Этнографически, да. Да, это нужно много отрабатывать. И к тому же, представьте себе Якутск, да, 1632 там, с перерывами появился, и вот прошло, ну, будем считать, меньше 100 лет, и приехали люди европейского уровня. Совсем другие выставки. Говорят, у них другая мода была даже, они одевались по-другому, у них парики были. Вообще это, наверное, шок. То есть кто приезжал из Запада в Якутск? Это были воеводы, казаки, полицейные, уголовные, цивильные, сектанты, да, вот всякие разные скопцы, да, те люди, которые, за длинным рублем, ладно, будем так говорить, да, вот охочие люди. И вдруг у нас появляются совсем другие люди со своей свитой. Их много было. Да, культура разная. Человек. Да, вот, и я скажу так, то, что, да, это, наверное, будет повторение, то, что Якутск это вот реально стал форпостом освоения Дальнего Востока. Именно с этого момента. И самое главное, что вот эти люди, они привезли с собой технологии.
Ну, понятно, что Витас Беринг – это человек, который требовал ресурсы, требовал… Не отчаянно, а, ну, как сказать, помягче. Ругались, да, вот? Да, там, они сколько писали кляуз, доносов в Москву. Ну, это было понятно, потому что Витас Беринг был около царя и императрицы действовал. Он действовал решительно, он человек военный, и местные власти, конечно, им было сложновато. Поэтому как-то, чтобы они сопротивлялись… Местные власти, наверное, еще не понимали, зачем это все вот, как бы, в идеологическом плане. Ну да, возможно, они были люди как бы из зоны комфорта, не хотели выходить, но по сути им было непривычно, что… Потому что все через Якутск. Вот видите, все экспедиции, поэтому я говорю, что Якутск, все отряды, все они шли отсюда, и каждый отряд требовал ресурсы и увозил. И это все надо было необходимо. Людские, лошадей. Да. И при условии, что все равно они же приехали, они даже не знали, в какую сторону ехать. Все равно это местные люди, вот сюда, Охотска, проводники тащили и так далее. Поэтому надо, ну тут и есть исследования якутских ученых. Насчет проводников отмечу, да, то, что, ну, это уже в 19 веке, да, то, что из Иркутска можно было брать одного проводника до Чукотки, и этот проводник говорит на якутском языке. Ну да, потому что на самом деле язык, которым, да, вот на северо-востоке был якутский, даже все язык общения и так далее. В частности, общение, вот когда даже Витас Беринг был, они разговаривали же, как-то умудрялись общаться, встречаться и с чукчами, и разговаривать. И мое предположение, что кто-то из команды явно знал якутский. Иногда ты думаешь, ну вот то, что было сделано 300 лет, до сих пор актуально, потому что вот просто возьми вот систему, которую разработали в те времена, да, вот, например, описание народов, там, как, на что они обращали внимание. А тут надо отметить великую роль инструкций Меллера и Гмелина. Они вдвоем фактически писали, и они расписывали очень четкий детальный план, и у них были очень хорошие исполнители. И из них называли Крашенинникова, Степана Петровича. А вот эту фамилию надо, конечно, всем помнить, потому что это 7-й ректор Санкт-Петербургского университета. И человек, который фактически один из первых академиков Российской академии наук, этнических русских. То есть, ну, известно, что их было как бы немножко больше, он не самый первый, но он был из тех, который вот 26 тысяч верст прошел, вернулся, уходил студентом и вернулся фактически академиком. Когда он представил все материалы, все как в Камчатке или Сибири, Академия поставила вопрос, чтобы его как бы не признать, да, а вот ему определили жалование, и он начал работать. Что они видели такой его потенциал, и его задача была заниматься флорой и закончить описание земли Камчатской. Это сейчас многотомник, тут уже изданный, который вот основа для Камчатки, но в них есть много работ и по Якутии. В частности, первые работы, которые были записаны, это по соболиному промыслу Витима. Витиму в этом году 400 лет. И они тоже планируют поддержать вот проект, который мы с историческим факультетом будем развивать, Якутский научный центр и ИСФАК, и уже студенты практику проходят. Сейчас и они вот рассказывают про этих 7 академиков, которые уже реально 5 поехали, и 2 стали потом в дальнейшем академиками. То, по сути, они изначально вот здесь сформировались, как Крашенинников. Первые такие полностью самостоятельные исследования с описанием отчетов – это Витим. Потом дальше Кемпедяй, Алёкминск. Потом они, все-таки некоторые маршруты они проходили, останавливались и шли дальше. То есть видно по времени, они просто не могли там массово работать. Якутск тут вообще много работали, и проездом, и останавливались, и фактически вся вот эта 7, она здесь какой-то вклад, да, все они внесли и сделали. Они сплавлялись по реке и описывают город Якутск, то, что вот ты плывешь по реке, скалы, тайга, лес, и вдруг вырастает большой город.
Ну, это было в конце 19 в то время, да, да, в то время, да. большой город был, да. Ну вот уже я вот послушал тоже Саха-лекториум, Екатерина Строгова, она описывала там, она называла цифру, значит, 3 с чем-то тысячи человек, это реально большой город. Да, и половина инородцев. Ну, как якуты, пардон, да, вот, в те времена вот, сословие инородцев. Ну да, то есть, наверное, не только кто и венки, там Да. все подряд. Поэтому надо сказать, что Якутск в то время кардинально стал меняться под воздействием. Это все равно они приходили, у них был бюджет. Да. То есть, вот в частности, известно, что Стеллер, когда приехал на Камчатку, а это тот Стеллер, который открыл Стеллерову корову, который первый вид, который достоверно зафиксировал, что человечество его уничтожило. Вот Стеллер, когда приехал на Камчатку, он, ну, как бы сменил Кашенинникова и отправил его в Иркутск за финансирование. Были определенные казначейские обязательства, финансирование, определенный объем, и это все двигалось. Ну, что говорить, и Витус Беринг, как ни крути, все равно же был довольно большая финансовая структура, потому что Тандинский завод и так далее, это же все без ресурсов не поднимешь. Как ни крути, значит, были повинности, которые потом наше население с достоинством выполнили и писали отчеты, да, что все выполнено в срок, и потом в дальнейшем это заменили уже как бы оплатой. То есть это же было как бы заслуженно, то есть какое-то поколение, конечно, от этого страдало, ну, так считались им налоги. Но, по сути, мы же прекрасно понимаем, что восточные границы, северные, в ходе этой экспедиции они и определились. И, Инвентаризация страны. Да, инвентаризация привела. И самое главное, были четкие координаты, много этнографических, зоологических, ботанических материалов, которые потом оказались в различных музеях. Вот есть статьи по Кунсткамере, где прямо описывается, перечисляется, сколько они чего привезли. То есть, если сейчас мы зайдем в Кунсткамеру, по некоторым разделам мы можем гордиться. В тот момент, конечно, технологии появились. То есть уже невозможно было вести снаряжение для корабля через всю страну. Здесь же появилось очень много людей из европейской территории с навыками, мастерством, и они все это где-то оставили. И экспедиция закончилась официально в 1743 году, но многие вернулись, финансирование шло до 45 года, пока они там дошли, тоже попутно работали, то есть все это время все отряды функционировали, работали. Ну и, конечно, это героическая экспедиция, потому что даже из академиков, значит, двое погибших, это, значит, Делякраер и Стеллер. Но, правда, есть и такое, что, значит, трое здесь женились, Кашенинников тоже женился в Якутске, увез жену, и дальше его там род продолжится уже как бы корнями из Якутии. Да? Ну, однако мы с вами говорим о том, что те деяния ученых, которые мы рассказали сегодня, которые проходили 300 лет назад, они до сих пор для нас актуальны, да, в этом плане. Тоже смотрю, и вот, например, многие ботанические исследования оттуда начались. Историков. В частности, да, историков тоже, да. И у нас вот тоже такая мысль возникла, такое название. Ученые Российской академии наук в истории науки России. В многих регионах они внесли большой вклад. И нужно начинать оттуда. И потом делать такую рубрики на сайтах с этим проектом, чтобы мы видели, как вот от маленького зернышка двигалась и развивалась и дифференцировалась наука и изучение. Потому что это очень важно, когда мы стоим на плечах гигантов. Обычно мы так говорим, но в реальности где она? Вот где гиганты? Знает узкий специалист, он что-то пишет про свое. А чтобы это было для народа, чтобы это было, вот открываешь сайт и видишь, вот так это начиналось, вот тут у них так было, вот отсюда пошла, вот эти данные были нужны там-то, там-то, они были собраны тем-то. Такого фактически нету нигде. Это опять же систематическая работа. Историческая память. Да. Поэтому этот проект, вот как бы мостик между
прошлом и настоящем. И его нужно, мне кажется, развивать, и мы его так образно назвали. Да, и технологии позволяют сейчас. Как всегда, придумали логотип, он очень красивый. И вообще мы хотели бы, чтобы все, что вот такое интересное, оно должно быть красивым. Конечно, упор здесь на путешествия, на эти вещи, но академический отряд, он сделал экспедицию знаменитой. Витус Беринг без астрономов, без геодезистов был бы очередным Семеном Дежневым, который пришел, что-то сделал, что-то доказывает, но опять недоказуемо. Когда сплав соединился, симбиоз, и это как раз то, что сейчас тоже очень важно. Бизнес, наука, высшая школа. И политика. Все мы имеем определенную историческую память и должны гордиться нашей родиной большой, малой и даже очень маленькой. И служить России. Да, служить России. Спасибо за внимание. С вами сегодня были Михаил Михайлович Росов. И Айтал Игоревич Яковлев. До новых встреч. До новых встреч.